Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». С вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии дорогая гостья, ослепительная и ослепительно талантливая Мира Аргунова. Мира, здравствуйте. Вета, всегда рада вас видеть. Спасибо вам большое, что вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Я, конечно же, не могу не назвать ваши регалии. Все знают вас как художника. Вы член Союза художников России, лауреат национальной премии «Страну меняют люди», отличник культуры Республики Саха-Якутия. Да, все верно. Спасибо, что вы нашли время, пришли сегодня в нашу студию не с пустыми руками. Вы такой красивый мне подарок подарили. Я хочу прям похвастать. Такой дорогой, это натуральный шелк, и мне прямо так приятно. Я сразу же надела, и у меня сразу же настроение совсем другое. Я вас очень благодарю. Вы всегда такой щедрый человек, и спасибо вам большое. И нашу творческую бригаду вы поздравили с наступающим. И для наших зрителей и слушателей вы тоже принесли подарки. А вот такие чудесные открытки у нас сегодня есть. Мы расскажем чуть позже, почему они лежат здесь, и почему мы приглашаем на них полюбоваться. Начать я хочу с того, что сейчас мы выходим в такие предновогодние дни с наступающим Новым годом вас, как и всех слушателей и зрителей. И это такое время, когда подводят итоги. И, наверное, мой первый вопрос будет о том, что какие мероприятия, какие события ваши творческие, профессиональные вам приятно вспомнить сегодня из года уходящего. Вета, тоже хочу поблагодарить. Вы тоже меня осыпали подарками. Большое спасибо в студии за памятные вещи. Спасибо. Можно чуть-чуть побольше, поближе к микрофону, да, или поближе сюда? Так, хорошо? Да. Действительно, год выдался очень богатый на события, и очень много вещей я попробовала, можно сказать, впервые. Скажем, впервые за год у меня прошло аж 12 персональных выставок в разных городах. Впервые попробовала себя в качестве куратора и впервые выиграла грант на проведение проекта в сфере культуры. Притом даже не один, а, получается, стала участником сразу 2 грантовых программ. И вот хочу поделиться своим опытом и надеюсь, что это кого-то вдохновит на свои собственные проекты. Кстати, на одном из мероприятий вы тоже побывали в этом году у нас. Это выставка в галерее Юргел. Я с удовольствием пришла. Вы так всегда приглашаете, очень тепло, так адресно, трогательно. И поэтому я, конечно, не смогла не прийти. И мне очень все понравилось. Вы так тепло встречали своих гостей, так хорошо провели экскурсию, про каждую картину рассказали. И картины такие интересные, потому что каждая картина имеет какую-то свою легенду. То есть не просто так она создавалась, да, а создавалась вместе с легендой. Действительно, выставка называлась «Легенды долины Туймада». Кстати говоря, многие наши зрители ассоциируют легенды долины Туймада с соответствующей маркой шоколадных конфет. Так что не зря мы провели эту выставку, рассказали детям и подросткам о том, что долина Туймада — это вообще-то долина, в которой расположен город Якутск. И проект в этот раз, хотя это была моя персональная выставка, но это был такой междисциплинарный, командный, можно сказать, проект, поскольку выставка была вообще в рамках социокультурного проекта «СОЛ». Очень давно хотела вам про него рассказать. Его мы провели при поддержке по инициативе ВБРФ, администрации города Якутска и команды «Квартала труда». И это еще далеко не все участники, поскольку огромный пласт работы сделали эксперты общества по сохранению якутского языка Сахатала-400. Они очень долгое время собирали, оказывается, легенды просто по крупицам, потому что, оказывается, легенды, как это ни странно, в одном едином таком сборнике ни разу не выходили. И получается, что в трудах одного ученого они как-то упоминаются определенным образом, в каких-то других воспоминаниях еще какая-то крупица находится. Так они все это собрали, все эти фрагменты. И потом фрагменты, наверное, тяжело читать, даже если бы они были просто собраны, поскольку мы привыкли все-таки к литературно обработанным текстам, и это тоже отдельная работа. В общем,
Они провели всю эту работу на якутском языке и адаптировали, кстати говоря, поскольку это старые источники, то исходники были на архаичном якутском, которые сейчас, наверное, не каждый может понять сходу. И также их перевели на литературный русский язык. Поэтому мне кажется, что это просто даже интересно почитать. Было очень интересно, да, потому что у вас, извините, что перебила, в каждой картине как раз был текст, и можно было посмотреть и прочитать, и больше узнать, конечно. Это было очень интересно, правда. Не все запомнилось, но было интересно, да. Я когда узнала 30 легенд, представляете? Они восходят, самые древние сюжеты восходят ко времени 800 лет назад. То есть люди, которые жили на берегах озера Сайсары, например. Это же потрясающе просто. Или там эпоха Тыгына Дархана. Тоже очень, очень много легенд связано с ней. Даже те, которые, скажем, относительно недавние, ну, предположим, 100 лет назад, тоже очень интересно. И оно же все тоже теряется. А мне, как художнику, было просто сказочно интересно это все нарисовать, визуализировать и попробовать представить, как это все могло выглядеть. Вот такой, можно сказать, мифический сказочный проект организовали вот вместе с ВЭБ-РФ. Но помимо того, что там такие оригинальные как бы сюжеты, и помимо вот этой крупной работы, которую провели эксперты, мы еще решили покреативить. И поскольку я была художественным руководителем этого проекта, то мне захотелось уже и как организатору, как куратору попробовать выставки в разных форматах. Поэтому помимо того, что я написала 30 картин, в рекордные просто сроки, 30 фигуративных сюжетных картин маслом на холсте, мне захотелось показать это как бы большему количеству людей. Вспоминаю каждый раз слова Ивана Петровича Луцкана, который рассказывал мне, что приходишь в галерею в какой-то будний день, и какая бы хорошая выставка ни шла, там обычно не так много людей. А сколько людей, скажем, как он говорит, у нас в глазной больнице. И в связи с этим же мы как раз провели с ним уже несколько. В этом году уже был 3-й совместный проект выставочный с картинами. Именно эта инициатива, она как бы вдохновила меня вообще выйти за рамки, получается. Поэтому мы подумали, поскольку этот проект СОЛ, он так переводится на русский язык как «путь», то есть путь, который проделывают ежедневно все жители нашего города. Это, скажем, мы даже с вами сегодня, да, из своего дома до локации на работе, иногда с пересадками, это общественный транспорт. И нам хотелось стать частичкой ежедневной такой рутины городских жителей, наших соотечественников. И мы решили сделать выставку такую мобильную в автобусах. По-моему, такого еще никто не делал. И таким образом мы показали картины в салонах. Это где вот экран, да, в автобусах располагается? Мы их сделали в форме наклеек. Но поскольку текст легенды тоже хотелось оставить, и не просто как бы его написать очень сложно, я не представляю даже, как бы это выглядело с точки зрения дизайна в салоне автобуса, поэтому мы пошли более таким креативным путем. И у нас вообще в проекте было 2 аудиопроекта. Один иммерсивный проект «Голос внутри». Это тоже очень интересная команда креативная, которая проводит такие экскурсии по городу Якутску в наушниках. Одеваешь наушники, и внутри как бы разыгрывается такой спектакль, а вместе с тобой ходит гид, который как бы разыгрывает этот спектакль. И вы ходите по городу, и вам рассказывают о том, что у нас вообще есть, и какие там легенды с этим связаны. То есть вот ребята, девчонки из этого проекта, они записали истории, которые рассказали водители города Якутска. Оказывается, очень много интересных историй, связанных с их профессией. Это уже в Якутске проходит? Это уже, да. А также вот легенды, про которые я уже рассказала, которые древние легенды, это отдельный проект, называется «Легенды долины Туймата». И, в общем, все это собрали, все эти тексты, и записали не просто дикторы, а записали совершенно разные люди. То есть в том числе дикторы, артисты театра, музыканты, общественные деятели, политики, журналисты. В общем,
наши соотечественники, известные своими талантами и трудами в разных сферах. А вы тоже записывали что-то? Ну, я очень много работы выполнила как художник, поэтому я подумала, что это будет чересчур. Вы так много работаете, вот все, кто о вас говорят, все удивляются вашей трудоспособности. Вот 30 картин нарисовать, это же достаточно в короткие сроки. Это, наверное, вы не спали совсем. Как вот это возможно? Даже и картины все такие красивые, действительно. Но мне как-то, наверное, помогли все духи долины Туймада, вся эта энергетика. Мне очень хотелось сделать как что-то такое запоминающееся, какой-то вклад внести. Притом сама идея, что это не просто нарисуешь, и оно где-то будет, а что она будет, что весь этот проект станет частью ежедневной жизни горожан. Мне показалось, это будет... Надо сделать так, чтобы это было максимально позитивно и привносило радость. Когда едешь вечером уставший с работы или на работу, наоборот, вдохновляет. Но помимо этого, я подумала, что классно также показать творчество других людей. И поэтому в рамках этого проекта, как я уже сказала, по содержанию было 2 части. Одна — это легенда долины Туймада, а одна — это истории, рассказанные водителями, то есть нашими современниками. И вот эти современные истории иллюстрировали мои друзья, молодые художники, но не прям мои друзья, скорее мы стали друзьями в рамках проекта с некоторыми, а некоторые действительно уже давно слежу за их творчеством. Мы объявили открытый open call, просто везде, где можно, только опубликовали информацию об этом, и к нам поступило достаточно много заявок. Мы их все рассмотрели, все примеры работ, и выбрали 10 участников, которые нарисовали 10 иллюстраций, и эти иллюстрации тоже находятся в автобусах. А также мы подумали, что, оказывается, в теплых остановках, мне кажется, это, кстати, уникальное явление, потому что не в каждом городе вообще понимают, зачем нужна теплая остановка. А у нас это такой прям наш... Необходимость, да. Да, необходимость, ну, как бы можно сказать, что это наша достопримечательность в некотором плане. И также люди много времени в них проводят. И когда ждешь, нет ничего тяжелее, чем ожидание. И в это время можно как раз ознакомиться с этими легендами, историями. То есть все эти картинки, 30 картин по легендам Туймада и 10 иллюстраций по историям водителей города Якутска, они все транслируются на экранах в нескольких остановках города Якутска. Таким образом, всего мы создали, получается, 40 произведений и показываем их на максимальном количестве доступных площадок. А это какие-то определенные маршруты, в которых можно послушать вот эти легенды, или это все маршруты? Вот теперь я даже в этом разбираться стала. Да? Потому что я достаточно часто пользуюсь общественным транспортом. Про то, что в теплой остановке можно вообще посидеть и несколько легенд послушать, пока дождешься какой-то автобус, это 100%. Но вот то, что в автобусе, почему-то я не слышала. А, кстати говоря, легенды можно послушать не только в автобусе. Я приглашаю всех наших слушателей и зрителей вбить в поисковике запрос «Проект Сол Путь» и найти наш сайт, потому что все эти 40 историй, все они в открытом доступе на этом сайте, и их все можно послушать прям со своего устройства. Ну вот так, наверное, да, будет уже надежнее. А QR-код есть вот во всех местах, где у нас идет выставка. То есть, получается, выставка, она как бы привлекает внимание к нашему культурному наследию, позволяет сохранить его. Мне кажется, это очень важно, потому что только те, кто знают свои корни, уверенно могут двигаться в будущее. Вы правильно говорите, что что-то есть такое свыше, что поддерживает. Вот совсем недавно в нашей студии гостил отец Корнилий, священник, и когда я его спросила, откуда вот у вас силы, он сказал, что он спал всего 5 часов, и достаточно насыщенный день. Он говорит, ну вот Бог дает, когда просишь. И вот вы практически то же самое сказали, потому что иногда смотришь, из чего состоит день человека, и просто удивляешься, как вообще это можно было вместить вот в 24 часа, даже без сна. Есть такое. Даже, мне кажется, когда такая важная миссия, ты как-то вот действительно просишь,
и, и наступает такое удивительное состояние души, духа, ну, в общем, сознания. В общем, как будто бы рука тебе не принадлежит. Ты что-то делаешь, отдаешь себя в руки этой светлой силы. Потом через некоторое время, как говорится, очнешься, перед тобой картина. Надо же, как Потому что картина, интересно. можно сказать, сама себя нарисовала. А вот картины, которые были представлены на вашей персональной выставке, куда я приходила, они сейчас еще где-то их можно увидеть? Или они будут чуть позже где-то представлены? Вот как раз эти картины, их репродукции расположены на остановках и в автобусах. Также их репродукции есть на сайте, как обложки к этим историям. И также их можно увидеть в одном из залов «Квартала труда», нашего основного партнера. И мы планируем скоро сделать большую выставку, где их покажем уже в центре города. Вот, как говорится, оставайтесь на связи. Да, очень красивый. И когда читаешь легенду, которая картина, от нее потом вообще невозможно оторваться. То есть есть первый взгляд, когда ты просто увидел эту картину, а потом, когда прочитал легенду, уже другой совсем взгляд. Но вот нужно подольше задержаться, чтобы и прочитать, и как-то прочувствовать, и как-то прожить этот момент. Поэтому спасибо большое. Я очень была довольна, эмоционально наполнена после встречи на вашей выставке. Я думаю, как и каждый, кто пришел туда из ваших друзей. А, кстати, у нас же была загадка по поводу картин. Да. Мы хотели показать некоторые из произведений у нас на экране. И картина-загадка — это произведение, которое сделано как раз в рамках этой серии. Вот оно сейчас перед вами на экране. Самые зоркие должны разглядеть в нижнем левом углу фигуру нескольких людей. И среди них видно, что один самый главный. Загадка для телезрителей. Вдруг вы успеете дозвониться к нам в студию и угадать, кто же изображен на этой картине, какой герой истории города Якутска, без которого просто невозможно представить себе развитие нашего города. И, соответственно, здание, которое изображено на картине, оно тоже связано с его деятельностью. Это как бы такая подсказка. А тот, кто успеет дозвониться к нам до конца эфира, получит от нас в подарок эти открытки новогодние к этому Новому году. Дорогие друзья, еще, наверное, покажет режиссер картину, которая сейчас является, в которой есть вопрос, кто изображен из людей на этой картине, кто имеет прямое отношение к становлению Якутска. Нужно будет назвать имя этого человека. Телефоны 32 00 66 и 32 11 66. Можно звонить почти до 6 часов. У нас буквально через пару минут будет короткая реклама, потом мы снова вернемся в студию. Вот все это время для того, чтобы те, кто самые внимательные, да, смогли как-то поучаствовать в таком конкурсе, стать лучшими и получить такие чудесные открытки, которые сейчас у нас расположены на столе. Вот тоже режиссера попросим показать новогодние. Это тоже вы все сами нарисовали? Да, это вообще, можно сказать, то, с чего началось мое такое большое путешествие в живопись. Уже, по-моему, почти 15 лет рисую эти открытки. И вот как раз начала я их рисовать к Новому году. Поэтому для меня Новый год — это такой новый этап всегда. И время действительно подвести в чем-то итоги, а в чем-то поставить новые планы и задачи. Очень красивые открытки. Новый год действительно это время подарков. А вы сами какой подарок ждете? Честно говоря, это сложно, наверное, сформулировать, потому что с точки зрения таких вещей, как подарки, наверное, вот как раз, наверное, открытки, потому что в открытках там всегда пишут добрые пожелания, а я люблю их потом перечитывать, я такой сентиментальный человек. Надо же. А с точки зрения вещей, на самом деле сейчас все что угодно можно найти, и мы живем в этом плане в хорошее время, поэтому... Мира, спасибо большое. Дорогие слушатели и зрители, буквально через короткие 4 минуты мы снова продолжим наш разговор с ослепительно талантливой Мирой Аргуновой. Оставайтесь.
Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Сегодня в нашей студии художник Мира Аргунова. Мы все сегодня в подарках, и подарки ждут и наших слушателей, и зрителей, тех, кто отгадает загадку Миры. У нас есть картина, которую нарисовала Мира. На этой картине изображены люди. Самые внимательные смогут их рассмотреть поближе. И среди этих людей узнать того человека, который имеет непосредственное отношение к становлению города Якутска, и назвать его имя. 32 0066, 32 11 66, телефоны прямого эфира, и у нас уже есть дозвонившийся. Мира, наденьте, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Ага, Лана. Лана, здравствуйте. Из города Якутска. С наступающим. Вас тоже, спасибо. Ага, ну я полагаю, что это Крафт, значит, наш городоначальник города Якутска в XIX веке. По его, по-моему, указу был построен вот это здание библиотеки нашей национальной, вот это кирпичное здание. Супер. Лана, вы имеете отношение к библиотеке? Как вы Нет, так быстро просто догадались? я когда-то изучала историю Якутска и имею небольшие знания по истории города Якутска. Как приятно, что с первой попытки, оказывается, не такая сложная загадка была. Но или сложная Спасибо вам все-таки. за картину. Лана, вы не отключайтесь, пожалуйста, с нашими редакторами, поделитесь, пожалуйста, своими данными. Да, координаты оставьте, пожалуйста, у режиссера. Да, а эти открытки, которые я нарисовала специально к этому Новому году, будут ждать вас на... Да, там скажем, Да. да. Вы режиссеру оставьте свои Секретный координаты, лист. мы после эфира вам позвоним и скажем, где забрать ваш подарок. Открытки чудесные, очень красивые, все разные. Я просто даже вот смотрю и думаю, надо же, вот сколько можно было всего нафантазировать. Каждая открытка прямо совсем другая, не похожая. Спасибо вам большое за участие. Я думаю, что вопрос был не очень простой. Мне кажется, он все-таки был достаточно сложноватый вопрос. Все-таки да. Да. Поэтому, Лана, конечно, вы молодец, я вас поздравляю. Дорогие друзья, у нас есть победитель, поэтому конкурс у нас так быстро закончился. Но у нас есть еще что-то для наших слушателей и зрителей, да? И мы об этом чуть позже скажем или можем Да. сейчас? Ну, кстати говоря, вот по поводу загадок, если вам нравятся загадки, то, как говорится, вбейте в поисковике Мира Аргунова, найдите мою страницу. Я каждую неделю выкладываю такие загадки с картинами. Так что будем вам рады. Надо же. Вы выкладываете, там будет понятно где, да, в каких соцсетях? Ну да, надо набрать Мира Аргунова. Может быть, надо набрать Мира Аргунова художник. Может быть, надо набрать Мира Аргунова художник из Якутии. Но как-нибудь, я думаю, что если наберете эти 5 слов, то должно выйти какие-то из моих соцсетей. И во всех из них есть загадки по картинам. Поэтому, кто захочет еще как-то попытать судьбу и получить, возможно, да, какой-то подарок от Миры Аргуновой, то у вас есть такая возможность. Но мы продолжим говорить о тех мероприятиях, о тех профессиональных событиях, не побоюсь этого слова, которые прошли в этом году с вашим участием. Да, ну, одно, наверное, из самых главных, как мы уже говорили, про кураторскую практику. Вот в целом мне было интересно попробовать раскрывать творчество не только свое собственное, но и показывать миру крутых художников из разных, в том числе, регионов. И в наших предыдущих выпусках мы рассказывали про проект «Мой герой Великой Отечественной войны», который мы показали во Владивостоке, во-первых, на межрегиональной выставке, посвященной 9 мая, с другой стороны, на площадке Восточного экономического форума. И здесь я хочу поблагодарить очень сильно постоянное представительство Республики Саха-Якутия в Дальневосточном федеральном округе. Во-вторых, нам удалось этот проект экстраполировать, и теперь не только Дальний Восток, не только все 11 регионов Дальнего Востока, но и другие регионы России к нам присоединились, и при поддержке теперь постоянного представительства Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации в Москве, при поддержке этого постоянного представительства, и при поддержке Общественной палаты России
Нам удалось этот проект провести в мультимедийном пространстве «Большая страна». Очень благодарна директору пространства Марии Айзиной, а также Сергею Викторовичу Буторину, председателю Всероссийской организации «Парки России», и сокуратору Александре Старостиной, отличнику культуры Республики Саха-Якутия. Благодаря поддержке вот такой большой команды мы смогли показать работы 20 художников из разных регионов. И проект все еще не завершился. То есть сейчас у нас уже дали подтверждение 30 художников. И мы, я думаю, еще продолжим работу в этом направлении. Я надеюсь, что к 9 мая у нас уже будет вся страна с нами. Вот. Вы так поддерживаете и молодых художников, и своих друзей. Я помню, что вот на презентации ваших картин, на вашей персональной выставке выступала ваша подруга и спела 2 песни. Я видела, как вы ее поддерживаете. И я не знаю, насколько вы богатый финансовый человек, вы никогда это не афишируете, но я вижу, насколько вы богатый человек друзьями. У вас в каждой точке земного шара есть друзья, не просто люди, которых вы знаете, а вот именно друзья. У вас какой-то талант вот дружить. Можно этому научиться, или это у вас всегда такое было отношение к людям? Наверное, мне очень везет встречать единомышленников, очень добрых, открытых, честных, горящих такими идеями творческими людей. И скорее даже не я ее поддержала, а это она меня поддержала вот своим творчеством на открытии выставки, поэтому это мне очень повезло. Кстати говоря, вот по поводу проектов, хотела еще добавить, что тот кураторский проект, он был приурочен 80-летию Великой Победы, то есть сохранению исторической памяти, которая, кстати говоря, входит в 17 традиционных ценностей, которые перечислены в 809 указе президента Российской Федерации. А следующие проекты у нас как раз, как это ни удивительно, коррелируют с темой следующего года. Хотя мы, честно говоря, когда их планировали, мы не знали, какая будет тема, но вот она так сошлась. А следующий год объявлен годом единства народов России, и к нему как раз, получается, можно сказать, посвящены 2 выставочных проекта передвижных, которые сейчас мы показываем по России, моих персональных, получается. Один — это «Многоликая Россия», который скоро, кстати говоря, будет показан в еще одном городе Республики Башкортостан, а недавно мы его показали на персональной выставке в Национальном музее Республики Башкортостан в Уфе, а скоро он будет показан в музее в Бирске, который тоже недалеко находится от Уфы. И второй проект, который называется «Над временем», он посвящен культуре старообрядцев из 3 регионов. Оказывается, старообрядцы живут в республике Бурятия, в селе Большой Куналей, в Алтайском крае, в селе Первокаменка, и в Омской области, в селе Крестики. Но на самом деле, конечно, больше локаций, мы взяли эти 3. Огромная работа была проведена нашей командой. Собрали песни, тексты, записи. Это очень сложно, поскольку их традиционная культура очень закрытая, они против съемок, и поэтому это вот как раз там требовалось большое обаяние, мне кажется, и умение заводить друзей у тех, кто собрал все эти материалы, вплоть до костюмов, особенностей, даже лекал. И по всем этим материалам, изучив их, послушав, посмотрев очень много документальных съемок, я создала 15 картин, которые, как всегда, наверное, в будущем мои картины смогут узнать по этому приему. Это сквозная композиция, когда все картины связаны одна с другой, и таким образом как бы их можно поместить в целом как колодец, можно сказать так, и, находясь внутри него, можно так разворачиваться, они все между собой связаны, если так правильно развеску все организовать. Вот. Этот проект мы сейчас уже показали в Омской филармонии в ноябре, а 23 декабря выставка открылась в историческом парке «Россия. Моя история», который в Омске. И до 25 января эту выставку можно будет в Омске увидеть.
а потом выставка будет доступна уже зрителям из Томска и Салихарда. Так что вот такой проект еще один. Когда смотришь ваши соцсети, такое ощущение, что вот ваши выставки, они проходят параллельно сразу в нескольких городах. Это такое ощущение или это действительно так? Да, это действительно так. Вот недавно, получается, в октябре-ноябре одна выставка была в Уфе, другая выставка была в Якутске в квартале труда. Вот как раз легенды долины Туймада, мы показали их всех там. Сейчас идет выставка в Омске, но вы находитесь в Якутске. А как это так можно все сделать, организовать? И скоро еще в Бирске откроется, получается. Ну, наверное, как говорится, неисповедимые пути Господни. И искусство, мне кажется, не должно иметь границ. Все наши проекты мы стараемся сделать в таком ключе, в том числе вот выставка в глазной больнице. Этим летом мы провели еще там одну выставку. В ЦУМе была выставка этой весной. То есть мы делаем все, чтобы все вокруг нас дышало искусством. Приближаете искусство к народу, чтобы больше людей увидели ваши картины? Вообще картины не только мои, но поскольку мне легче отвечать за свои, то, конечно, мои. Я бы с радостью показала Шишкина или Левитана, но там такая страховка. А как вы получаете обратную связь, получаете ли от тех людей, которые вот так приходят в такое неожиданное место, да, и прикасаются к вашему творчеству? Ну, неожиданное в смысле, что они увидят там картины, даже глазная больница, ЦУМ. Да, мы иногда получаем отзывы, в том числе иногда бывает опосредованно, иногда отзывы отправляют друзьям, друзья пересылают мне. Это всегда очень волнительно, радостно, интересно, и любые отзывы для нас очень ценны, потому что нет ничего важнее и дороже, чем время для человека. И если человек потратил это время, чтобы написать хотя бы даже пару слов, мы очень благодарны. Спасибо за такую обратную связь. Вы достаточно доступны для обычного простого человека. Вы всегда отвечаете в соцсетях. Вам можно запросто написать, и человек будет услышан, увиден. Как у вас нет команды, вы же сами все это ведете и сами всегда лично общаетесь, или у вас есть хорошая такая группа поддержки, которая вам помогает? Ну, по соцсетям, конечно, это лично я делаю. Для меня важно как бы держать руку на пульсе. Мне важно знать, чем живут люди, чем живет аудитория. А в плане организации проектов, как я уже сказала, вот эти, скажем, проект СОЛ, он очень междисциплинарный, и там просто огромная команда на самом деле. Там суперталантливые люди писали музыку, например. Это такой совместный проект, да, это уже, конечно, да. Там много людей. А мы еще не поговорили, вы же еще принимаете участие в движении о сохранности якутского языка. Да, для меня это тоже очень важный момент. В целом я за сохранение культуры России и нашей якутской культуры, конечно, тоже. И поэтому для меня очень важна деятельность по сохранению такого культурного наследия народов России и нашего родного мне якутского языка. С Яной Угаровой вы вместе, да? Да. А вот у нас очень большое сообщество очень хороших, крутых экспертов. И вот, кстати говоря, помогает в этом еще и деятельность общества знания, в котором я являюсь лектором. Сейчас уже прочитала несколько лекций. Раньше просто проводила, скажем так, просветительские мероприятия, как бы экскурсии, лекции и тому подобные занятия, мастер-классы. Но сейчас уже на системной основе, и поэтому любая организация, школа или вуз, СУЗ, в принципе, могут пригласить меня как лектора, чтобы узнать что-то новое о возможностях в сфере культуры. Кстати говоря, в Якутии предстоящий год объявлен годом культуры. Очень много разных возможностей, в том числе грантовых историй. И вот, кстати говоря, вот эта история с ВБРФ — это грантовая история. И то, что мы делаем в Омске, это тоже работа большой команды именно в рамках грантовой поддержки Президентского фонда культурных инициатив. И вот в рамках своих лекций, как лектор общества знания,
Российского общества знания. Я стараюсь доносить разные возможности, инструменты, что можно использовать, какие форматы существуют, потому что для меня важно, чтобы в нашей сфере было много новых, ярких, сильных творцов, ну, не только новых, но и чтобы действующие творцы, может быть, где-то раскрыли что-то новое для себя. Я сама всегда в поиске информации. И я отношусь к таким вещам так, что, скажем, если ты пришел на лекцию, иногда бывают лекции как будто бы по теме, которую ты уже знаешь. И вот это такая ментальная ловушка. Хотя бы если из 10 пунктов 9 ты знаешь, но один новый, то, мне кажется, ты уже не зря пришел. И вот я всегда стараюсь в лекциях дать хотя бы один такой пункт. У нас остается пару минут до конца эфира, и я что-то еще не спросила, да? Я помню, что мы хотели подвести итоги, поскольку сегодня уже такая предновогодняя передача, и тут, наверное, мне стоит обратиться к нашим телезрителям и слушателям. А я предлагаю вам такой как бы опросник, не только мои итоги подвести, но и чтобы вы подвели свои итоги. Предлагаю загибать как бы пальчик на каждый пункт. Было у вас такое или нет? Если вы смотрите нас в записи, то напишите в комментариях, сколько пальчиков вам удалось загнуть. А если так, то вы тоже можете найти нас, кстати говоря, в интернете, позже написать, ну или просто порадоваться. Либо, надеюсь, что порадоваться. Итак, первое. Была ли в этом году у вас крыша над головой, вкусная еда, тепло в доме и желательно центральная канализация? Так, первое, есть один, да. Дальше. Сделали ли вы в этом году что-нибудь новое, чего вы не планировали? Так. Сделала. Так, преодолели ли вы какой-то свой страх? Сделали ли вы что-то, чего вы боялись, но потом в итоге все хорошо получилось? Это мне подумать нужно. Так, вот у меня было. Дальше. Смеялись ли вы так, что вообще просто, можно сказать, что до слез? Так. Попадалась ли вам книга или фильм, которая поменяла, можно сказать, какой-то ваш взгляд на жизнь? Да. Обнимали ли вы своих друзей или близких? Был ли с вами в этом году хотя бы один человек, с которым вам было очень хорошо? И если да, то не забудьте поздравить его на Новый год и отправьте ему открытку со своими теплыми пожеланиями. Мира, большое вам спасибо. Вы тот человек, с которым мне было очень хорошо в этом году. Я благодарю вас за то, что вы находили время, приходили и с таким горячим, теплым сердцем. Спасибо вам большое. С наступающим Новым годом вас и всех наших слушателей и зрителей. И я надеюсь, до встречи в Новом году, что в Новом году мы еще не раз встретимся в этой студии вместе с вами. С наступлением.